В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Опора страны. На полигоне Цабал прошли мобилизационные командно-штабные учения резервистов. 49 километров ремонта. На трассе Сухума-Чемчира началась реконструкция дорожного полотна. Взгляд молодых. В центре Зураба Ачба обсудили стратегию развития страны. На полигоне Цабал завершились командно-штабные мобилизационные учения 7-й стрелковой бригады резерва и военного комиссариата Гагарского района. За ходом учений наблюдал президент Рауль Хаджимба. Учения проходили в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Абхазии на зимний период обучения. В них принимали участие 7-я стрелковая бригада резерва и военный комиссариат Гагарского района. Согласно соответствующему плану Минобороны, учения резервистов проходят 2 раза в год с поочередным привлечением районных бригад резервистов. На полигон Цабал прибыл президент, верховный главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Рауль Хаджимба. В назначенное время подразделения приступили к выполнению поставленных задач. Артиллеристы открыли огонь по противнику, наступающему со стороны гор. С воздуха сухопутные подразделения прикрывали боевые вертолеты военно-воздушных сил республики. После уничтожения личного состава противника в атаку пошли военнослужащие Минобороны. По завершению учебных стрельб президент поблагодарил офицеров 7-й мотострелковой бригады и лично состав подразделения оборонного ведомства. Все стрельбы, проведенные, показали, что наши люди умеют стрелять, умеют отбивать противника, и задача выполнена. И нам надо действовать дальше точно так же с остальными подразделениями. Учить, готовить наших ребят. И сегодня радует то, что мне здесь старшие командиры доложили о том, что в стрельбах принимали участие призывники, которые отстрелялись на высоком уровне. Спасибо вам всем. Рауль Хаджимба вручил почетные грамоты наиболее отличившимся офицерам запаса. В Москве прошла рабочая встреча делегации Министерства внутренних дел Абхазии с руководством МИД России. Делегации 2 стран возглавляли главы внешнеполитических ведомств Абхазии и России Вячеслав Чирикба и Сергей Лавров. Во встрече также принял участие заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонних абхазо-российских отношений, а также согласовали позиции по очередному 35-му раунду международных женевских дискуссий, запланированных на 22-23 марта. Были затронуты такие темы двусторонних отношений, как режим пересечения российско-абхазской границы, возобновление механизма упрощенного получения российского гражданства для граждан Абхазии, содействие России в упрочении международных позиций Абхазии, ряд других актуальных вопросов двусторонних отношений. В целом, стороны с удовлетворением констатировали близость позиций по основным вопросам двусторонней и международной повестки, сообщает отдел информации МИД Абхазии. Научно-практическая конференция «Стратегическое планирование социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Взгляд молодежи» прошла в образовательном центре «Мир без насилия» имени Зураба Ачба. В конференции приняли участие молодые исследователи. Свое видение стратегического развития страны они представили в докладах на экономические, социальные, сельскохозяйственные и культурные темы. С молодежным взглядом на стратегию развития страны познакомит Нисфа Ашба.
Эта площадка с момента создания нравится молодежи, поскольку именно здесь они могут высказать свое видение той или иной проблемы, волнующей абхазское общество. По словам директора Центра «Мир без насилия» Далилы Пилия, речь идет о нашем будущем. И многие активные молодые люди интересуются этой проблемой и хотят высказать свое мнение. Проблема, которая сегодня обсуждается, она очень близка каждому, потому что речь идет о нашем будущем. Речь идет о том, как мы должны жить, что для этого мы должны делать. Но нам помогли наши старшие, наши ровесники, ваши ровесники и сделали стратегический план, как нам жить и развиваться в течение 10 лет. В этот раз студенты и молодые специалисты обсуждали стратегию развития Абхазии. Документ бесспорно важный и уже давно нужный молодой развивающейся республике. Однако, по мнению молодых специалистов, его необходимо доработать, усилив многие положения. Наиболее подробно говорили об экономической части. Магистру Леону Лакарба удалось довольно кратко изложить некоторые аспекты. Нынешняя система учета и отчетности – это доисторическая, неэффективная, со множеством лазейок и противоречий система. Она ведет к тому, что мы не понимаем, что мы имеем в стране, где мы имеем в стране и сколько мы имеем в стране. Но самое главное, эта система учета и отчетности ведет к тому, что мы недополучаем колоссальное количество налогов и сборов. В Республике Абхазия налогоплательщику приходится платить 20 с чем-то налогов и сборов. Это колоссальный антистимул для развития бизнеса, плюс это не инвестиционно привлекательно. Магистрант Сухумского открытого института Гор Тюнян поделился своими наблюдениями и исследованиями системы власти и органов управления. Необходимо отметить, что ребята готовили не просто доклады на обозначенные темы. К теоретической части обязательно прилагалась и практическая – опросы, результаты различных исследований. В Республике Абхазия на протяжении ряда лет идет процесс оптимизации и совершенствования структуры управления государством, целью которого является создание профессионального правительства, способного эффективно решать текущие и перспективные вопросы, которые стоят перед Абхазией. Формирование современной, высокоэффективной государственной системы управления и государственной службы – один из ключевых проблем, которая выдвигается сейчас на первый план. Становится совершенно очевидным, что именно от состояния управления государством и профессионализма чиновников, их дееспособности и инициативности, приверженности избранному страной курсу во многом зависят все происходящие в стране реформы. Социальные аспекты, перспективы развития сельского хозяйства, культура. На конференции обсуждались самые разные части стратегии развития страны. Здесь сложно выбрать наиболее приоритетную, но большинство отдали свои голоса за сельское хозяйство. И именно по этой отрасли задавали больше всего вопросов. Вы, наверное, заметили, что именно по здравоохранению и образованию у нашего населения очень высокие цифры негатива. То есть они оценивают или среднее наше образование, или качество оказываемых услуг оценивают тоже. Но здесь мы, знаете, чтобы не обижать вот только, условно скажем, медиков и преподавателей, все-таки это в наш адрес больше всего, мы должны сказать о системном кризисе, который вот сегодня нигде вот у них не прозвучало. Вот когда системный кризис, вот там вот в одном элементе не может быть все хорошо. Вот системный кризис – это система вся больная. И поэтому мы имеем вот в некоторых, конечно, элементах посильнее, видим эти кризисные явления, в некоторых поменьше. Директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Домени рассказал, как готовился данный документ и как удалось совместить стратегию экономического развития с менталитетом нашего народа, с его историей и культурой. Авторам вот этой стратегии удалось пробить брешь. И причем брешь исторического характера. Дело-то в том, что нам, абхазам, и вообще населению Абхазии, если говорить в более широком смысле этого слова, никогда раньше не приходилось планировать свое развитие. Это первый очень робкий шаг в сфере планирования своего развития. Участники встречи отмечали, что концепция развития была необходима нашей стране еще много лет назад. Государство, тем более такое молодое, как Абхазия, не может развиваться без подобной программы. Сегодня стратегия развития есть, а значит, у молодых специалистов есть над чем работать, что подробно изучать. Нис Фарш, Бабислан Джинджоля, Абхазское телевидение.
Сегодня в программе «Актуальное интервью» в прямом эфире примут участие министр экономики Адгур Ардзинбай, депутат Народного собрания Абхазии Георгий Агарба. Ведущий Валерий Кураско обсудит с ними вопросы экономического развития республики. Смотрите передачу «Актуальное интервью» сразу после выпуска новостей. Госкомпания «Абхазавтодор» проводит реконструкцию автомобильной дороги Сухума-Чемчира. Работы ведутся в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Ремонт дорожного полотна начался с Киласурского моста и завершится у въезда в Чемчиру, рассказывает Сария Смар. Реконструкция автомобильной дороги Сухум-Чемчира началась неделю назад. Восстановительные работы проводит госкомпания «Абхазавтодор». На капитальный ремонт дорожного покрытия протяженностью в 49 километров государством выделено 380 миллионов рублей. За счет этих средств будет сделана разметка, а также установлены дорожные знаки. По словам директора компании «Абхазавтодор» Леонида Лоло, работы планируется завершить до конца июня. Но в связи с погодными условиями работа сейчас продвигается медленно. Асфальт успели проложить только на мосту через реку Киласур. Мы думаем, что вот как только распогодится, вот вы видите, техника стоит, вся готова практически к тому, чтобы мы приступили. Никаких сомнений нет в том, что дорога будет выполнена в установленные сроки и, конечно, с хорошим качеством. В селе Багмаран работа по асфальтированию дороги завершена. Сейчас здесь подсыпают и утрамбовывают щебень по обочинам дороги. Укладывать асфальт здесь начали 2 недели назад, но из-за непогоды работы затянулись. Залатать ямы в этом районе оказалось невозможно из-за практически полного отсутствия асфальта. Почти 3 километра этой разбитой дороги были асфальтированы заново. Ширина дороги 6 метров, толщина асфальтового покрытия 5 сантиметров, как и положено по стандарту. За этот год государственная компания «Абхазавтодор» планирует асфальтирование 16 участков дороги. За этот период времени план выполнен уже наполовину. В скором времени восстановительные работы начнутся на улице Семирджиева и на Старом поселке. Сария Смар, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. В Ажубской школе открылись двери уникального образовательного центра для детей. Совместный проект 3 ведомств: Министерства образования Абхазии, Института экологии и Российского благотворительного фонда «Хочу верить» в рамках программы общего культурно-образовательного пространства Абхазии и России готовили с начала 2016 года. К работе в центре привлечены лучшие педагоги. Пейзажи любимой Абхазии, родное синее море и бескрайнее пространство Вселенной. Для воссоздания этой картины, не просто срисовав ее из школьных учебников, а отобразив просторы Адзюбжи, организаторам пришлось пригласить профессионального художника. Его же кисти принадлежит эта солнечная система, которая так понравилась гостям. Заметьте, это Кадор. Это не просто река, это Кадоры. Мы настаиваем. И вот пришлось привлекать художников, которые нам вот изобразили, показали Абхазию, Черное море, вот во всей... Ну, космос тоже абхазский, орбитальная станция. Исключительно. Да. Невзирая на присутствие взрослых, дети продолжают рисовать, разглядывать под микроскопом нечто очень любопытное. Да и вообще занимаются интересным, увлекательным делом. В этом центре их захватывает все, от скелета человека до экспонатов подводного царства. К сожалению, послевоенное время мы многого были лишены, наши дети многого были лишены. Сегодня это восполняется, и вот такие наглядные способы представления науки, вообще системы образования, они позволяют качественно повысить и уровень образования, и уровень знаний детей. И мы наблюдаем вот этот живой неподдельный интерес. Это самое важное, это то, что позволяет на самом деле воспитывать действительно качественных специалистов совершенно другого уровня. В детском научном центре предусмотрено развитие по 3 направлениям. Его создатели уверены, что развивать ребенка необходимо именно с раннего возраста. А для этого здесь, в Адзюбже, есть все. Этот центр предусматривает 3 направления. Во-первых, это естественно-научный центр. Я познаю мир, уроки словесности. В нем подразумевается развитие детей по родному языку, по русскому языку, а также по иностранному языку, в частности, английский язык подразумевается. А с будущего года можно ввести у нас в планах и испанский язык, а также
уроки эстетического направления. Уникальность детского центра в образовательном подходе и разностороннем развитии. Главная задача – овладение учащимися умениями и навыками познания, анализа, общения, освоения информационно-коммуникационных технологий. Важно мотивировать детей на учебу, повышать их грамотность, заинтересовывать открытиями и достижениями в науке, уверено руководство православного фонда «Хочу верить». Очень приятно видеть, и я поздравляю и жителей Адзюбжи, и Ачимчирского района, и всей Абхазии, потому что, как мне сказали, сюда даже из столицы привозят учеников. Действительно приятно посмотреть. Я думаю, что не в каждой российской школе есть такой прекрасный, с любовью оформленный и оборудованный класс, где детишки, начиная с самых младших классов, могут приобщаться к основам мировой культуры, мировой науки, постигать азы русского языка, абхазского языка. Я думаю, что это очень большое дело, и все это очень серьезный шаг в направлении нашей общей задачи воспитания поколения, которое сделает жизнь в наших странах и в России, и в Абхазии гораздо лучше. Взаимодействие двух культур, абхазской и российской, здесь, в Адзюбже, ощущается особенно остро. Оно пронизано идеями добрососедства, сотрудничества и дружбы на протяжении многих веков. И легендарная школа Адзюбже была выбрана отнюдь не случайно. Организаторы уникального образовательного центра для детей хотели в первую очередь сформировать целостное культурно-образовательное пространство, которое, в свою очередь, даст основы развития добрососедских отношений. Нисфарш Батимур Гугохия, Абхазское телевидение. Очередные учения Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники ведомства отрабатывали навыки по спасению людей из задымленного помещения. Как прошли учения, в материале пресс-службы МЧС. Пожарно-тактические учения прошли на базе одного из гагарских пансионатов. Отрабатывались навыки извлечения пострадавших из задымленного помещения при массовом скоплении людей. Звено газодымозащитной службы должно было выполнить поставленную задачу в максимально сжатые сроки. При этом необходимо было учитывать и запас кислорода в баллонах не более 30 минут. Если же временные нормативы не выдерживались, то на помощь высылалось звено поддержки. По словам пожарных, основная проблема при эвакуации людей – наличие свободных пожарных выходов, причем не заваленных бытовым или строительным мусором, а также исправная работа пожарных кранов и рукавов, расположенных на этажах пансионатов, домов отдыха и гостиниц. Большая часть курортных учреждений Гагарского района, как говорят пожарные, содержат противопожарные средства в надлежащем виде. По каждому из объектов должны быть подготовлены специальные оперативные карточки, где указано состояние противопожарного инвентаря, а также наличие ближайшего резервуара с водой природного или искусственного происхождения. По словам руководства МЧС Абхазии, нынешние учения в Гагарском районе прошли на хорошем уровне. В канун начала курортного сезона число подобных проверок в спасательных подразделениях республики будет только увеличиваться. В Центральном выставочном зале открылась экспозиция художника Ильи Цвижба. 99-я персональная выставка живописца состоит из 99 полотен, выполненных в основном в стиле современного искусства. Главная тема экспозиции – весна и прекрасные дамы. Экспозиция вызвала большой интерес у ценителей искусства. Об особенностях творчества Ильи Цвижба в репортаже Асиды Малия. Весна и женщины похожи, уверен живописец Илья Цвижба. Они одинаково красивы, неповторимы и, самое главное, способны бесконечно вдохновлять. Любим своих матерей, своих сестер, дочерей, жен. Так что для меня природа, цветы и женщины, они самые любимые, на самом деле, от души я к ним отношусь. Весенний вернисаж в выставочном зале собрал немало поклонников и поклонниц творчества художника. Выставку открывали торжественно. Илью Цвижба поздравили с новыми творческими успехами. Его работы всегда интересны и многогранны, отметили выступившие. По словам министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсалия, работы Ильи Цвижба наряду с картинами известных в мире художников хранятся в Государственной картинной галерее. 99 творений художника на первый взгляд идентичны, но на самом деле они крайне
изображения индивидуальны. Многослойные живописные холсты сменяются графикой. Обрамленные в черный цвет яркие картины символизируют возрождение. Интерпретируя на холсте свое ощущение женской духовности, художник использует так называемую двухцветную графику. Это картины, рожденные ночью. Так о своих работах говорит автор. Картины и правда были написаны ночью, когда душевное состояние приходит в равновесие и мирские проблемы кажутся далекими. Во многих работах Цвижба отразил глубокие материи эмоций, чувств и философии. Такая интерпретация женской духовности представительницам прекрасного пола пришлась по душе. Я знакома с творчеством Ильи Цвижба очень давно. Нравится графика, цвет нравится, свежий цвет. С чувством передает то, что рисует. Я думаю, что выставка в любом случае прекрасная, потому что и название такое для женщин, для прекрасной половины человечества. Картины, выставленные в 2 залах, рассматривались с любопытством. Посетители экспозиции иногда даже спорили на тему, что же хотел передать автор в той или иной картине. Забытые образы, влюбленные, купальщица, пожилая женщина, натюрморт. Этими и другими работами Ильи Цвижба может полюбоваться каждый. Выставка будет открыта практически до конца первого весеннего месяца. Асида Мали, Астамур Гошба, Абхазское телевидение. Делегация ТПП Абхазии участвует в международной туристической выставке в Париже. Это одна из престижных международных площадок, проводимых в Европе. В выставке принимают участие более 120 стран мира. Стенд Республики Абхазия вызывал колоссальный интерес у посетителей. Журналисты Первого канала Франции взяли у представителей Абхазии подробное интервью о нашей республике. В этом новостном материале Абхазия названа новым открытием данной выставки – страной с огромным туристическим потенциалом. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений от лиц, претендующих на занятие вакантных должностей судей арбитражного суда Республики. 4 единицы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью и утром без осадка, во второй половине дня возможен дождь. Температура воздуха ночью 0 + 5, днем + 5-10 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.